Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в прекрасном поселке Ленинский Алданского района. И я сегодня попытаюсь испытать на себе все прелести фермерского хозяйства. И решили мы посетить интересное домашнее хозяйство замечательной девушки, которая работает с ним с самого детства. Знакомьтесь, это Евгения Деревцова. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Вот так калиточку открывают, нас уже ждут, да? Евгения, ну давайте поговорим немножко, да? С чего вдруг вы решили завести большое такое хозяйство? Ну, у меня папа с мамой раньше держали хозяйство. Поросят держали, кур держали. Я как бы особого-то предпочтения, я ничего не делала фактически. Ага. Мало помогали там, может быть, там траву пощипать, опилки таскали. Вот это я помню в детстве, что опилки возили. Вот, ну как-то так. Помощь была, были. Да, помощь такая, но участвовать я не участвовала. Ага. Там видела, как поросята рождались, они там ходили, все за ними смотрели. А я как бы вот только увидела, поросята, так интересно было. Ну и все, а на этом все закончилось. Потом прошло время, вышла замуж, они бросили все это дело, растили, все, потом бросили, надоело им. Ну, а я вышла уже в взрослом возрасте, вот мне сейчас уже 48 лет. Не стесняется говорить об этом, да? Не стесняюсь. И я решила просто, мы с папой так занялись года 3 или 4 назад. Я ему сказала, давай заведем поросят. Ну, у нас стайка-то обвалилась, там, считай, она же старенькая уже, сколько ей лет. Полы поменял, и он быстро как-то, я быстро нашла, где найти поросят, купила, мы привезли, он фактически их тут делал, эти полы. Ага. И вот этот год папа трудился сам. Я только находила отходы, привозила, папа их кормил там, варил. Папа все делал, а я просто была поставщик. А потом у меня мама заболела. Заболела мама, был у нее инсульт. И папа сказал, у нас на тот момент Машка вроде бы, я не помню уже, беременная была она или нет. Машка это кто? Ну, поросюшка. Поросюшка. Ну да, и мама, когда слегла, инсульт, вы сами знаете, это очень тяжелая болезнь, которая папа понял, что все. И он сказал, Женька, давай закрывать все, забиваем всех и все. Я сказала, нет, ты чё? А он говорит, я буду за мамой теперь следить, буду смотреть, варить, готовить. На мне это теперь все, а от свиньи я уже не смогу подойти. Я долго думала, размышляла, как их всех забить, это был шок для меня. А у меня на тот момент уже и кролики, я завела себе кроликов, и я справлялась. Помогала, начала, поняла, что я буду, смогу, попробую, и сегодня, а там забьем. И на сегодняшний момент у меня, поросят, сейчас увидите, сколько их, большое хозяйство. Я завела индюков, я завела гусей, я еще такой интересный, как сказать, животновод. У меня нету стайки, а я купила животных. Я такой, наверное, редкий человек. Обычно папа сказал, надо сначала построить стайку. Для того, чтобы понимали, возможно, люди не знают такой термин, как стайка. Стайка – это хлев. Стайка – это хлев, домик, да, где это живут, стойбище, назовите как хотите, да? То есть это домик для своих Мне предложили гусей, а у меня там домик такой, с речкой. Речкой. Я просто как представила, что они будут плавать на речке, а она прям продавала там семью. Там семья была 40 штук их, 40 голов. Всего лишь гуси, утки. И я, мама, дайте денег, пожалуйста, я хочу взять. Они, ты что, Женя, обалдела? Я просто как представила, они там будут плавать. Это для меня такой азарт был. Забрали? Забрала. Сегодня мне негде было держать. Я попросила бабу Мотю сначала. Я забрала, мне негде было. У бабушки старая стайка, я там у нее держала. Потом мы их перевели к себе, сделали загонку, и они у нас жили до снега. Прям снег был уже. Мы доделывали сарай. И вот сейчас они там, сейчас увидите все. Ой, очень интересно уже познакомиться с вашими домашними питомцами, если можно их так назвать. Особенно меня интересуют свинюшки, да, поросюшки, да. Хорошо, сегодня у нас кролики, свинюшки, курочки и гуси. А индюки еще есть. А еще и индюки. Еще и кролики. Обо всем по порядку. Ну и, конечно, расскажем, как живут, чем питаются, чем занимаются, чем увлекаются. Ну а я, собственно, чем смогу, тем помогу. Пройдемте.
Пошлите. Заходим. И поворачиваем направо. Так, и сюда. останавливаемся. Испытано на себе. Мы находимся в стайке, где живут замечательные зверюшки нашей Евгении. Собственно, знаете, вот находилась я здесь в темноте, поворачиваюсь, а здесь вот такое чудо. Пожалуйста, посмотрите на эти масштабы. Очень страшно находиться рядом, невероятно. Так, знакомьте, что это за сладкий парень? Его зовут Бэмби. Назвала его, потому что у меня были поросята все белые, сальные поросята. Ну, кто знает, сальные они такие белые, розовые поросята. А мы его взяли, он такой был коричневый, мальчика взяли под девочку, чтобы он девочку оплодотворил. Мы вот его брали. И они у нас это, и он у нас это. Такой был, глазки у него были такие, как вы знаете мультик Бэмби. И я его назвала Бэмби, потому что он такой был весь такой замученный, такой весь. Я такой не знаю, глазки Евгения, где здесь красивые. глазки у У него Бэмби? вон они такие красивые глазки. Господи, это просто Ой. огромная махина. Сколько килограмм примерно весит-то он сейчас? Ну, не знаю уже. Килограмм, наверное, 200? 200, может быть, есть. Ну, Представляете? его мне сказали, нельзя кормить много. Я как бы и не кормлю его сильно много, потому что это, говорят, что он потом не сможет прыгать на свинюшку. Ну, нельзя много есть. То есть на Ну, диете? На диету. 200. Сколько Ну, ему лет? Ему где-то год с копейками. Год. Так, и как он Вырос поживает? Вот вы целый день, что с ним? Вы сказали, его Я нужно его- покормить ну, покорми, мандаринками. Вот, мандаринку дай ему. Так, а где рот у него? Вон там ротик у него. Он, видишь, уже А ждет. что, он может сосать мой палец? Ждет уже, ничего не съест. Он не да. засосет мой палец? Нет. Точно? Господи, Ну, суй, да. прости, он на меня посмотрел. Подождите, нет. Бэмбик. Бэмбик, прости. Да он так, видишь, он даже аккуратно берет, он даже не кусает. кажется, Вот так после- руку дай, и он даже аккуратно сам берет губками. Да господи, боже мой. Нет, вы знаете, я видела в фильмах ужасов, что такие свинюшки могут съесть человека. Ну не думай, это же Так, всё, свинюшки хорошо. там в ужасах. А здесь у нас никто не ест никого. Дай ему так Иди прям. повыше. Да. А, это что ж Ты прям такое-то? так руку держи, и все, вот так напротив. И он сам возьмет, да. И он сам возьмет губками. Он губками, не бойся. Он думает, что я над ним издеваюсь. Возьмите вы, пожалуйста. Нет, я боюсь. На, держи. Он даже лап это, он не кусается. Даже вот туда руку. А у него зубы засовывает. есть? Конечно, есть. Да. Так, ну давайте еще один мандарин. Я все-таки же должна испытать на себе эти эмоции. Помимо того, что я здесь визжу, ну, как поросенок. Кстати говоря, здесь будет уместно, да? дадим вкусняшку. То есть он Но уже они считается любят. большой особью, он не малыш. Нет, конечно, это уже всё. Зрелый. Да, зрелый. Но я его взяла для случки с поросюшкой. Ага. Взяла поросят, там, которых забить, а которые от этого именно случить, чтобы он это. Родились у меня поросятки. Давай, ему хорошо, бери. Да это что ж такое-то? Ты прости меня, ну вот такая я. Ну давай, я прямо- должна сделать последний дубль. Он сам возьмет. Там прям вот так, да, вот так возьми. Нет, собственно, держите, пожалуйста. Ну Нет, смотри, не ну дано вот, мне. берешь, он там. Хорошо. Ну, Сколько ест в день подобная Ну, радость я ваша? даю ведро ему, меньше даже даю. Ну вот сегодня приходится больше дать, потому что Да, гости пришли. накормила, Да? гости пришли, да, сегодня ему повезло. Так, и убирайтесь. А как он живет здесь? Вот, то есть, собственно, только корми его и корми, или что-то Корми, моете он его, лежит. чешете? Нет, конечно, они же просто вот поел, покормил, опилки насыпал, чисто говнюшки убрал. И они спят, они и жируют, поэтому и жиреют. Они на месте А сидят. вы гуляете с ним по Да, Ленинскому? прямо. Вышли, значит, такая собачка. 300 килограмм у вас поросенок, и вы такие по поселку. Нет такого? Нет. Ой, здравствуй. А вот он, цвет у него черненький, да, такой лысоватый. Я вот пытаюсь рассмотреть, как У меня выглядит сын поросенок. его гладит и потом нюхает и говорит, он пахнет не как свинья, он как-то пахнет по-другому. Но это мясная порода. Вот обычно свинью погладишь, она так как-то пахнет, а это прям вкусно чем-то пахнет. Он говорит, мама, понюхай, вкусно. И он все время Представляете? его так гладит и прям запах обоняния. Вкусно чем-то пахнет. Да, ну, я не хотя знаю. вот ну, такой вот. Ну, давай, это поехали. мясная порода, мясо. Тут как бы в нем говорят, Чем ты сала пахнешь? мало будет. Непонятно, чем ты пахнешь. Ну, конечно, у тебя пятачок, это просто жесть, это ужас. А, вот ты на меня брызгаешься. Ты посмотрите, он хочет Да, целоваться, видимо. давайте я Так, его ну давайте вы накормлю. его покажете в полный рост, Да, дабы мы видели. сейчас мы его Кормите всем подряд, правильно говорят? Ну, я кормлю, отходы варю,
Я так даю там еду, так, ну все, смешиваю комбикорм. Иди сюда. Он всеядный. А есть что-то? Ой, Вот. не выпускайте, Всё, ради да, бога. не выйдет. Все, иди. Иди, пошли, дам, пошли, пойдем. Господи, Ну пойдем, боже мой. пойдем, дам тебе кушать. Пошли. О, Вставай, Господи. иди, пошли. Не Пойдем. Они выпускайте, уже только все понимают. Христа ради не выпускайте. Все, сейчас будет кушать. Какой он большой. Просто. Большой поросюшка. Я вот думаю, не перекормила ли я его, что-то он такой большой. Хотя вроде мало я его кормлю. Хоть бы он свое дело сделал, потому что... А, если перекормить, Да, он и может не потом оплодотворить? может не оплодотворять, да. У меня 2 Машки было, он оплодотворял, и они, ну, не так и мы их это... И вот так живет он, да, у вас? Да. Гулять нельзя, сидит в своей вот этой клеточке, да, маленькой, ест. Хорошо, а по настроению вы их определяете уже? Ну, допустим, если он какие-то звуки издает, нет? Что там, нет. Они вот жрать просят, орут, визжат. Дайте пожрать. Орут, кричат, визжат. Сейчас вот там услышите. Маленькие, а уже орут, горластые. Так, с Бэмбиком все Заходим понятно. сюда. Большой, огромный красавчик. Посмотрим, кто у нас здесь. Испытано на себе. А теперь давай я тебе дам задание покормить поросят. Маленьких. Не того! Нет, Нет, вот хорошо. этого маленького. Так, вот что ведро, делать? Вот возьмешь его, зайдешь туда, и покажем поросят как раз маленьких. Я их Хорошо. только недавно приобрела, вот они буквально им тут, месяц, наверное, у меня, наверное, как. Вот растут. А они- сальная порода. Я взяла их из-за сала, потому что там, где я брала Бэмби, я брала вот этих девочек, они мясная порода. А это сало. У них прямо сало. Вот у меня была Маша, мы все любим сало. У меня и брат в Благовещенске То живет, есть 3 детей. вы так мы любите все Машу, сало. что потом съели ее сало. там. И вспоминали о Маше, да? Да. Вот так. Вот они Мы прелести. относимся к ним как к мясу просто. Мясу. Я как бы себе ставлю цель, да, что это не прилепляюсь сердцем. Потому что если прилепляешься, я потом не могу ни забить, ничего. Это когда... А так уже, знаешь, это, конечно, жалко, но понимаешь, что это мясо. Вот и все. Так, мы идем к сальным Да, свинюшкам. да. Так, хорошо, Я их поехали. еще никак не называла, там Да. просто... Сальные свинюшки. Сальные, да. Сальные свинюшки Ленинского. Так, поехали? Открывай Захожу. дверь, да. Они меня- Нет, туда. Они меня не покусают. Нет, Они заходи выбежать к ним. могут? Не, выбегут, ничего страшного, догоним их. Ой, почему они так хрустят? Иди. Пошла. О, Господи, Иди, боже мой. иди. Мамочки, они... Дали задание, да не бойся, это Пошли, они пошли, маленькие. пошли, мои хорошие, пошли, отойдите, будьте добры, дайте пройти. А ты-то что кричишь? Быстрее, пожалуйста, Семен. Так, Наливай. подожди. Здравствуйте, красавицы, спокойно. Нате. Ой, о, Да, боже. выливай, я Так, буду подождите, ловите. Свинюшки, что с вами, боже мой. Это вот они такие голодные. Ой, они меня Вечно чуть с ног не голодные, сбили. Да, это вот такие. Я не знаю, как я ими справляться буду. Сколько управляться. месяцев? Ну, им 2 было. 3 уже, наверное, им будет. Я даже не помню, когда взяла, месяц, наверное, им будет, наверное. Вот теперь я понимаю, откуда пошло выражение «есть как свинья», да? Ой, да. Посмотрите, они просто туда нырнули, меня чуть с ног не сбили, и просто причмокивая сейчас лакомство свое. Это девочки, да, 2 Это девочки? девочки, да. Они когда едят, у них животы такие круглые становятся. А их гладить можно или нельзя? Можно, можешь погладить. А когда они едят, можно Да гладить? ешь, конечно. Ой, гладь. Ешь, нет, есть я их пока не хочу. Спасибо, но погладь. Она дрожит. Да, она кушает. Ничего, гладь, не бойся. Здравствуйте, девочки, хорошенькие, Девчули. сальные. Скоро ваше сало будет у нас на столе. А в каком возрасте вы забиваете? Я вот Машку 1,5 года было забивала. Ага. Как бы стараюсь вырастить, чтобы побольше мяса было, А сала. забиваете тоже Я собственноручно, взяла да? одну пораньше забить, вторую уже вырастить побольше, чтобы скрестить попробовать. Пусть Ой, едят. они жадные, просто разрывают Маленькие, все. жадные. То есть Я вот так не- вы их 1,5 года выкармливаете потом уже, на забой, да? Да. И лакомитесь мясо, полезное да. мясо. Ну, Там собственно, ведро это забери сразу. естественный отбор. Так, что-то они с моим ведром тут делают, спокойно. Там Товарищи. вкуснятина.
Так. довольные. Еще пока без имен они, Деликатес да, у вас? дали. А? Без имен они у вас, да? Ну, я никак не знаю, нету у меня названия. Там пятнышко одна, вторая там на жопке у нее вот это тоже. Ну что, Непонятно. пятнышки, до свидания. Спасибо вам за Ну, они знакомство. тоже их скрестили, видать, тоже не это. Ну, сейчас еще накормим. Тут еще одна партия у нас поросяток. Так, отходим, ну, отходим, все. Давайте. Оба. О, Три господи, девчули. еще большие 3 какие. девчули, красотули. Да, не нравится тебе? Не нравится? А они могут проявить какую-то агрессию или совершенно Ну, я не безобидные знаю, животные? Нет, наверное, ничего, я вот, бывает, сажусь на них. Катаетесь, да? Катаюсь на них. Как бы момент такой бывает, охота посидеть на поросенке. Качели местные. Вот Да. такие. И они тоже килограмм по 100 да по 150, да? Ну, они, да, эти мало. Это маленькие. Тот у нас большой, а эти... Это вот мальчик, а это 2 девочки. Ну, а сейчас кур накормлю. И с этими курами вообще отдельная история. У меня было 10 курочек, и я решила маленько добавить. Мужчина продавал за 450 рублей кур. Это вообще дешево. Как бы цыпленок у нас 450, а тут курица, несушка годовалая. И я вот приобрела у него... Ну, сначала 10 кур, а у него было много, там, я не помню, сколько он продавал их. Ну, и когда я привез мне 15 кур, привез этих 15 кур, и я ему говорю, ты своих-то продал кур? Он говорит, да нет, не продал, а куда ты? Он говорит, на забой. В смысле на забой? Они же несушки. Ну, а что делать? Они вот годовалые, несушки были. И я у него всех забрала. Там было у него 30 с лишним штук, у меня место позволяло, стайка как раз только там новая. И здесь, и вот я их всех туда-сюда распределила. И вот живут теперь у меня. Так, А там хорошо. посмотрим, как. Сейчас я их буду Что, кормить. мамочки, они щас Открывай, выпрыгнут? Ничего, будут прыгать, конечно. Господи, боже мой. Они жрать хотят. Ой, что они хотят? Что нужно Кушать делать? хотят, ничего, Они не щас. выпрыгнут? Ну, будут, может, выпрыгивать, поймаем. Так, идите, все. Девочки, девчули. А Уходите. это петушок ихний. Уходите, петушки. Сейчас я. Девчули, уходите. Ждите еды своей. Ого. О, Все. Ловите, а я пошла там туда чё- накормлю что у них? дальше. Ну, еда я вот дала тоже. ой, мамочки. Лови туда, если что, туда направляй. Хорошо. Сейчас я туда еще отдам. О, Господи. То есть меня оставили на том, чтобы я их ловила. Вот как она делает так, вот так. Идите туда. Идите туда. Там Ой, щас они кушайте. рассосутся. Так, пока Разденем. Евгения пошла свинюшек кормить, в меня летят все, что может лететь, только вообще ужас. Вот тут свин тут вышел. Все, распределяйтесь. Все, идите туда, идите, заходите. Ой, вот так-то они едят. Так они едят, да, бегают. Место позволяет им носиться тут, поэтому нормально. Сколько их тут штучек у вас-то? А я Ходят, не бродят. считала что-то. Да? Дофига их. Да, я говорю, купила это, у него было 30 с лишним кур, и мои плюс 10. И там еще были. Но я смотрю, что рацион-то у них богатенький. Там не только корм один, да, комбикорм? Ну, нет, я вот овощи, фрукты варю, вот у меня в кастрюльке, я навариваю тут все. Ага. Ну, там вот бывает это, все варю, и отходы даю. Еще пища у меня такая есть, я там с одного места забираю, мне дают пищу. и Вон еду. кукурузку схватила. А где яйца? Ну, тут маленько есть, собирала, но они вот грязненькие, правда. Вот яички здесь такие А собрались. сколько в сегодня. день примерно у вас Ну, вот, яичек вот собираете? сегодня собрались. Вот они. Вот ради чего все это дело, да? Да, Ради яички. натуральной продукции. Яички помоешь, потом отмоешь в соде. Вот так. Вкусненькие В яички. соде моете? Ну да, ну, грязь, чтобы инфекция же, чтобы всякая. Вот так вот. И у вас Они же- полностью мясо у вас свое? Мясо, яйца свое, да? Вот так. Картошка своя фактически. А у меня 4 огорода у нас. И фактически навоз уходит на огороды. У вас с утра до вечера зато работа, да? Во Да. сколько встаете? Ну вот сегодня я встала 4 часа, чтобы ради такого удовольствия, чтобы все убрать, почистить и всем показать вам красоту, потому Ой, что, Евгения. потому что, как говорят, свинарники, да, вот это, если есть это, чистоты никогда нету. Ну оно так и есть, потому что они все кидают, швыряют.
Ой, это там вообще, это надо же все убрать, порядок навести. Это они каждый день. Вот представьте, я когда их взяла сначала, думаю, о, классно, яйца. Я посчитала яйца, сколько они мне яиц принесут, я будем есть. Мама, папа, я там, все будем кушать. А потом, когда я их взяла, они же как начали, писать начали, ё-моё. А это же все, ну, привожу на грузовом такси, много кулей, сразу нагребаю, опилочки и все. У меня летит все вот, всё. все их явство. Понимаете, вот она. Кушают. Да, приятного аппетита, так сказать. Да. Просто прилетело все в глаз. Хорошо. Так, Помоешься потом. да, Ну, вот вот они. ножка. испытала само На себе, чувство да. хозяйства, да. Ну что, вот так живут Каково оно? животные. В этом прекрасном помещении свинюшек накормили. Их не моют, да? Нет, никого Не моют, не выгуливают, слава богу, в 300 Куры килограмм. летом сами отмоются в речке. Куры летом сами отмоются. Ну а мы тем временем передвигаемся в следующее подсобное хозяйство. Посмотрим, кто же живет На там. дачу. На дачу. Поехали. Испытано на себе. В поселке Ленинском очень много снега. Действительно, здесь сугробы практически, ну, наверное, с мой рост, а то и больше. Ну и пока мы кормили свинюшек, нам перегородили дорогу. Нужно немножечко поработать и лопатой. Евгения поработала, ну а я должна ей помочь. Мы с Евгенией сейчас отправляемся на вторую локацию, где также живут ее зверюшки. И, собственно, мы же находимся где? В поселке. Здесь все нужно делать своими руками. Достаем сани, да, Евгения? Нам надо сейчас как-то, может, туда дотащим. Так. Дорожку. Ведра перетащим. Ведра всё. тащу. Так. Прекрасная деревенская жизнь. Главное не упасть в это ведро. Корм. Не знаю кому, узнаем чуть позже. Так. Да. Не даем. Пускайте. Гулять. Кучу. Так, спокойно, не надо на меня выбегать, пошлите. Так. Вот в это ведро не хотелось бы упасть точно. Надо быть аккуратнее. Пойдемте. Все. Все, и вот так Поехали, да? Куда И так едем? Туда. туда. Вот работка у вас. Прикольно. Хоть окунули меня в эту жизнь. А где бы я еще так потаскала бы? А вы такой Захожу. модный фермер. Смотрите, в кепочке, волосы фиолетовые, реснички голубые. Такой, всем бы фермером такими быть, да? И вы вот, у вас рабочий день начинается с утра. У меня у сына бизнес есть Ага. на рынке универсальном. И мы там животноводческие вот тоже заказываю корма, там семена. Ага. И вот я там помогаю ему, иногда прихожу порядок навести, еще что-то. Поэтому, А потом к зверюшкам. да. А если в отпуск уезжать, на кого все оставляете? Ну, пока еще никуда не ездил. Ага, потому что да. кого оставишь? Кому оставишь, да, Кому действительно. оставишь? Кому? Да. Мы уже фактически здесь. Да. А, у вас все под рукой, короче говоря, да? Да, поэтому. Хорошо здесь у вас? Поэтому легко. У вас тепло и много снега. Как будто на каком-то горнолыжном курорте. В Якутске у нас не так. В Якутске уже все, снег почти тает. Все уже некрасиво и холодно еще. Ой, нас встречает котик. Испытано на себе. Так. Здесь приземлились.
Так, надо кроликов сначала тут отдадим маленько корма. Пойдемте посмотрим на ваших У меня в кроликов. парнике живут кролики. Вообще без отопления, без всего да, вот так без живут? всего, да. Приступаем к кормежке кроликов, но я удивляюсь, что они у вас живут тут без отопления, спокойно, зимуют спокойно, она да? вот сено им натаскала сюда в норку и все. Ну идите, кушайте. Это как какая порода какая-то, может, или что? Это все на мясо кролики, да? Ну да, на мясо. Какие вы красивые кролики. Может, Здравствуйте. убежали куда-то на улицу? Так, у нас потеря кроликов. 3. Вот маленький, иди сюда, маленький. Вон один Иди. что-то носится. Может быть, они куда-то на улицу убежали? Иди сюда, маленький. Где ты Два маленький? Нету больше, не вижу. Да вот так вот, видите. Некогда Я даже не могу его смотреть за догнать. ними. Я его не могу догнать. Да, он такой вот. Иди сюда. Шустрый Иди сюда. же. И сколько ему вот этому малышу? Ну, походу, месяц. Не пойму. Сейчас иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Я Видать, боюсь же. она поэтому, наверное, выбегала, что они, наверное, выходили. Я же щелочку закрыла. Иди сюда. Операция поймай кролика. Не поймаете. Мама помогает или папа. Смотрите, я впервые вижу теплицу, где, обратите внимание, дорогие друзья, теплица, мы находимся, да, как бы, а снега по крышу, то есть за окном все в снегу. Это Ленинский, так сказать, да, но снег не то, что там где-то возле палисадника, а он просто завалил. А вы куда этот снег потом убираете? А он тает, все. И уходит. Ничего не делает, да? Все, хорошо. Испытано на себе. Ну что, можем пойти в гусятник, можем пойти в курятник. Сами Так, гусятник, выбирайте. курятник, Куда давайте пойдем? и туда, и туда. Ну, туда, туда там. гусятник, здесь Пошлите курятник. куда. Проходите. Проходите, говорит вежливо Евгения. Так, проходим. О, здравствуйте. А эту я сейчас покажу тебе кроликов. Вот, маленький. Туда кидай. Так, подождите-ка. Так, здравствуйте. Ой, какие они красивые. Беленькие. Так, я туда сбоку должна, да, положить? Нет, сюда к ним. А к ним. Держите, мои хорошие. Прям сверху на голову? им? Да, они там сами разбираются. Здравствуйте, красавцы. Хочу потрогать тебя, вот этого беленького, пушистого. Маленького? Да, Вот этого? да. Это маленький. Господи, давайте я подержу эту кружку. Вот он, красавчик. Ой, мамочки, не дергайся, нет. Может убежать? За ушки надо. За ушки? Да. Прости меня за то, что я тебя за уши держу. Покажите, посмотрите, какой красивый. А как можно его съесть? Нет. Нельзя его есть, но он же милый. Ну нет, ты будешь жить, мне кажется. Давай, я подержу тебя. Забираю тебя в Якутск. Скажи, посмотрите, ну как можно съесть такое чудо? Сколько ему? Ну, им, наверное, 2 месяца. Где-то так. Мы тебе сено принесли, иди кушай сено, иди к мамочке. Это мамочка? Да. Мамочка тебя потеряла, иди к мамочке, иди на голову к мамочке, вот, все. Надо воды уложить туда. Комбикорм уже съели они. Обжорки. Я Давайте давала посмотрим, уже. смотрите, как живет милая. А вот это красивый белый кролик с красными глазами, это кто такой красивый? Тоже кролик. Тоже на мясо. Ну, они, да, это семья одна. Жалко, милота какая. Семья одна, да, уже. А там травку вы зачем вам положили? Они ее едят? Они кушают ее, да. Сейчас дам маленько снега. Здравствуйте, красивые. Мама красивая, детишки красивые. Вот там, смотри, как мило сидят они в ту дырочку. Дадим им снега. Я что? Вы их кормите тоже вот раз в сутку, да? В Ну, сутки? я даю, да, раз в сутки даю. Да, я давала уже, сено-то едят. Ой, давай. Сейчас гусям. Ну что, дорогие друзья, все мы такие уже в траве, в пыли, в еде. Ну, довольны. А вот они и гуси. Гуси, га-га-га. По рациону любят капусточку пекинскую, Ну вот, да. хлебушек едят очень Хлеб это хорошо. деликатес для них. Хлеб
любят Они полакомиться вообще, хлебом. это лакомство. Да, видишь, она убежала, он носится с этим Хлебом, куском, с коркой лишь бы никто хлеба. не забрал. Смотрите, реально бегает с корочкой хлеба. Просто посмотрите, она и туда его, и сюда. А тут Да, отбирает. тут уже Все как в готово. жизни. Отдай лучше лакомый кусочек мне. А забой гуся когда, в каком возрасте Не происходит? знаю, я их не для забоя, я их для яйца держу, чтобы яйцо было. Ну, как бы там уже видно будет. А яйца как часто несут? Яйца они раз в год несут, и тоже только сколько-то месяцев. Но я не помню, зимой они у меня неслись, и все, сейчас не несутся. Ну, как бы сама красота. Просто, знаете, это как адреналин, кайф, наверное. Когда они вот выйдешь, а они тут плавают. Я вам ролик просто скину, Скинете. это какое чудно. Когда они начинают тут барахтаться в воде, я сяду на стульчике и просто кайфую от того, что они вот там вот плавают, гогочат, вот это вот, носятся по этой речке. То Ну, есть так гуси у вас интересно. не особо не ради мяса и Нет, яичек, да, они это для чисто, красоты. да. И вот уток хочу тоже, чтобы для яйца чисто. Мясо у уток не очень вкусное. Ну, как бы оно такое, деликатес такой, ну, не каждому нравится оно. Ага. А мы даже сами, вот у меня, когда утки никто и есть не ел. Вообще, утки они никому не нравятся. Мне нравится. Испытано на себе. Итак, следующий этап – это кормление индюков и кур. Пойдемте смотреть. Говорят, сейчас будет шоу. Налетят, говорят. Кто на кого, непонятно. Но сейчас все увидим. О, все. Так. Первый пошел, второй пошел. Господи, как вас много. Где? А куда вываливать? А никуда это держи, я потом детям дам. Ты заходи просто. Это индюки. А почему они так галдят? Ну так. Это индюк галдит. Индюк. Вот такое богатство, товарищи. Курочки, курочки, курочки. Тут детки высидела курица. Что там внизу детки, эта курица сидела на насесте. Высидела детей. Что там высидела? Но те уже это, большие уже. Да, там этот надо было брать. Индюк с меня размером. Давай, идите, кушайте. Да, На. положи внизу, ага. Вот это, сюда. Лоток. Идите, кушайте. Я к вам с Якутска приехала покормить вас. Что-то они меня не хотят видеть. Поедят. Кушайте, кушайте. Испытано на себе. Так, индюки. Сейчас. Ну вот так выглядит инкубатор, который Евгения приобрела совсем недавно, да? Сколько дней здесь находится яйцо, чтобы из него вылупился птенчик? Ну вот и индюшата 30 дней, а эти курочки 21 день. И то есть вот просто лежат, температуру поддерживаете, и да, потом... проверяешь, контролируешь, чтобы оно А потом это, и как всё. открываешь, и там а птенчик потом лежит? они сразу уже сами рождаются. Ага. И все, и потом пока и переводим отсюда, они там сохнут, и переводим уже в ясли. В ясли. Называется, в ясли, да. Ясельную группу, да? Да. Посмотрим, что творится в ясельной группе уже. Ну вот здесь я выводила 20, брала яиц бройлерных цыплят, и вывела всего 10. Из них осталось 8 штук. Ага. Пополам получается. И также это, вот индюков 20 брала. Подождите, нет, тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10, да, 10 на 10 вышло. Ага. А индюков, они, хайбриды, они более болезненные. Ага. И они, получается, индюшата, 8 штук получилось. Из 20? Да. И здесь вы в ясельной группе их держите Да. сколько примерно месяцев? Ну, пока буду сейчас расти, уже буду определять. Вот там глаз, вот, да? А где потом туда? гуси у меня, да, я тогда куры сейчас переведу. Ага. А индюков буду дома держать до тепла. Мгм. Индюки у нас прям вырастали уже большие, прям уже вот
Ой, ты моя лапочка. Прям вот таких больших уже, вот просто они у меня ходили тут и это. Лягут, поспят. Ну, как бы индюки, они вот свистят красиво. Вот слышите, Да, как да. свистят? Свистуны такие. Вы для этого их держите, да? А вот это вот бройлерный цыплята. Он прямо весомостью чувствуется. Ну, он мясистый, да. Да, мы он видим. уже вот, они вот одинаково родились, и уже сразу видно, что это вот бройлерный петушок уже. А он в размерах огромный. Размер. Они 2 месяца растут, и потом на мясо их. 2 месяца всего. Вот кормлю То есть через пока, 2 месяца да, он через будет 2 килограмма месяца 3-4? Ну, может, даже и больше бывает. Представляете, даже. вот такой малыш через 2 месяца будет уже Большой, полноценной может быть. тушкой для запекания в духовке. Да. Как бы это ужасно не Ну вот, звучало, да, ну простят да, меня ну это мясо. за защитники, но Здоровое собственно, питание, здоровое. Мы же не знаем, что мы в магазинах берем, а здесь свое домашнее, здоровенький, хорошенький, кормится, питается. Ну ладно, пусть отдыхают. Ну а сейчас... Ой, мама! Господи, боже мой! Скруджу, опонка! Скрудж и Понка! Знакомьтесь, Скрудж и Понка Лапочки. носятся по дому. У кого-то кошки, собаки, у нас гуси по квартире лазят. Ну вот где такое увидишь? Где такое увидишь? Только Скрудж и в Понка. Лебедино. А их туда даже много в комнату. Идите сюда. Как их звать-то? Скрудж и Понка. Нет, а какой-то сигнал можно подавать? Да нет, они сами, это, надо их туда. И вот вы их вывести. выпускаете, они ходят по Они, квартире? да, бегают, вот я их выпускаю, туда сейчас бы загоню. И кошки даже, вот кошки, Ой, мама! Куда пошли? кошкам пофиг. О. Сейчас крылья будут расправлять. Кут. На, полезли. И вот у вас веселье. Значит, утром проснуться хочешь, дома не можешь. Выпустил 2 гусей, они побегали. И радости столько, счастья. Тут же ходит кошка спокойно себе вальяжно. Здесь же у нас птенцы. Такие замечательные звуки издают. Как не радоваться, когда живешь вот в таких условиях? Одно счастье сплошное, эмоции непередаваемые. Подождите. Да держи вот так. Подождите, заговорите, что мне надо сделать для камеры. Держи. Подождите. А всё. зачем держать, да? Ага. Да. Финальное задание на сегодня. Мы сейчас переведем гусей в гусятник. Ну, потому что уже дома они выросли, и как раз погода, температура 10 градусов, там посмотрела сегодня, можно их переводить уже. Как? Прутиком? Нет, в руках. Берешь в руки. Вот так А вот берешь. дергаться Ну, начнет. ничего, А вот держи, я, если не обнимай. могу трогать вот эту конечность. Обнимай. Вот так вот, как я. Возьми. Подождите, а обними. где вы руку держите? Вот, возьми. А вторая где у вас? Почему он начал? Почему у вас он не махал крыльями, а у меня Вот так начал? просто хватаешь за тело. Ну, возьми маленького. Ой. Вот, взяла вот так, и кот. всё. Смотри, вот, Так, за тело, подожди. за тело. Лапы пусть не висят. Так, подождите. Лапы висят, подождите. Он Держи. чуть за тело, вот так Да. держу. Держу? Все. Держу. Быстрее, пожалуйста. Да куда ты? Ужас какой-то. Посмотрите. Спокойно, там старший ругается. Все, домой. Выходим? Пошлите. Да, пошлите. Я никогда в жизни не держала гуся. Гуси. Ни живого, Девочки. ни мертвого. Господи, он издает странные звуки. Она. Это поночка, скорее всего. Поночка. Поночка. А Пойдем, это моя хорошая, у Скруджа. тебя новое место жительства будет. Да, вот так. Вот так будешь там петь. Вот так. Ой, что ты говоришь? Хочешь в Якутск? Поедешь в Якутск? Нет, мы не отдадим. Ну, А она меня за нос не цапнет? Да смотри, какие лапки. Нет, не хочу смотреть, Не спасибо. хочешь смотреть? На подушечке. Жопка такая-то. А я так возле носа-то ее держу, она же правда за нос как хряпнет и Она все. мягкая такая, жопка какая-то мягкая. Нет, спасибо, вы у вас мягкая, мне я никак несу ее. Они обалдели. Что такое? Куда нас тащат? Куда нас тащат? Зачем? Тра-та-та, Жили себе, тра-та-та, жили дома. тра-та-тушки, тра-та-та. Ну и все, товарищи, у вас новый дом, живите, плодитесь. Сейчас. Потом уже будут в одной стае с гусями. Летом. Уже их вместе всех соединим. И будут они одна стая.
Было 8, станет 10. Не, это прикольно. Когда они плавают, это вообще такая красота. Вот такое замечательное время провела сегодня я в поселке Ленинский в гостях у Евгении Деревцовой. Сегодня что только не делала. Впервые испытала на себе такие эмоции, как вообще прямое общение с домашними животными. Невероятный эксперимент, вы знаете, но вот сейчас вся такая грязная, обувь грязная, все в перьях, знаете, вся в таких ароматах, но такая счастливая. И в этот момент я завидую вам, Евгения, что вы живете вот такой прекрасной жизнью. Спасибо вам, что немножко впустили меня в свой прекрасный мир. Пожалуйста. Ну что, дорогие друзья, мы с вами увидимся совсем скоро. Это проект «Испытано на себе». И я еще раз хотела бы призвать всех. Любите свой труд, да? Любите свои руки, пробуйте. Ну и, конечно, мы за здоровое питание, за здоровую пищу и за натуральные продукты. Поэтому домашнее хозяйство всегда было, есть и будет. И благодаря таким людям оно будет процветать и у нас в республике тоже. Оно не сложно, это очень легко. Просто надо начать. Человек может начать и сделать. Просто лень убрать и все. Ничего сложного, возьмите хотя бы 2 цыпленка, 2 поросенка, начните, а там уж затянет, как затянула Да, Евгения. это захватывает.